танца контраданс «Пешая красовика». Кавалеры запрошают дам. Прошу разрешиться первые пары. Первые пары. Толкові дівчата. А зараз, шановне господарство, невероятно повольний, пригожий танець, контраданс, свечки, тембри. Ого. Кавалеры запрошают дам.
надо ходить ровненько, красиво. Танцы А зараз, шановне господарство, понуждают, танцы. невероятно жвавый контраданс, Ого. ветреный гасконец. Кавалеры, один кавалер запрошає двух дам. Правильно. Ну все, что репетиция. Не надо, так и было. Так, поехали, построили. Право кавалера от музыки. Відповідно, всі кавалери на гранд-шейні поворачуються сюди. Всі. Так? Напомнили? Дівчата, які коля в окна, міняються руками. Можна прорепетировать как-нибудь. Потягнули эту бандуру, вроде тяжко. Наперед назад, потом квадратки, потом гранд-шей, потом наперед назад, поменялись. Можно зафиксировать, чтобы размер. Кавалери запрошують дам на павільйон притула Грації. Шановні танцори, коли ласка, давайте утворимо кілька каре. А ви танцюєте? О, давайте. Конечно. У нас каре. Може якісь рабки в інший покой? Так. Самый смелый.
разрешить. Коля ласка разрешит, давайте пара разрешится. Перший, вот, другая, ми перший, так, перший, так, на перший пара. Ні, ми йдемо до вас, ми до вас. Так, добре. Ну, хлопчик тоже танцевать может в белых рукавицах. А зараз у нас танці з глядачами. Гастроданс, гульня, ірландська рись. Прошу не соромиться. Виходьте, коли ласка. Запрошайте гостей. Все свои запрошают. Хулиганье. Видите, перший элемент. Мы проходим променадом у Господа. Кавалер, вторая дама направо, самый длинный. Не можно. Ну что, ага. Уже лепей не треба. Теперь я дама, веду колонну кавалеру и показываю некий рух. Кавалер мусит повторить за мной этот рух и пойти разом со мной. Ну, например, пошли. А теперь кавалер мусит повесить колонну дам.
Сюди. Два. Теперь кавалер идет до шерого дам. Перекручивается за левую ручку дамы. А в этот час дама перекручивается с кавалером за левую ручку. Три. Четыре. Поставлено перекручивается со своим кавалером. Раз. Два. И колей прошивает. Три. Четыре. Снова за своим. Чужим за левую. Зрозуміло? І повторяємо.
Тому один человек может пройти на удар. Ходим голову, ось повторить голову. Идите. Давайте ставим, чтобы было дружно перебирать. Все станцуют, починаете. Все робим с правой ножки. Пятый носок, топ. Левая пятка носок. И звичайными подскоками, такими прискорбными подскоками. С правой ножки мы робим 2 кроки. Раз, два. Далее кавалер приседает. А дама, две дамы выходят, проходит наперед и хватает своего кавалера, и кавалер встает. Пристанется. Полторы. И пятый носок. Пятка. Правая. Левая. Кавалер присел. Дама пробегает и встает. И пятка носок. Пятка носок.
розповідають людям на картинах, і останнє вирішує гадати, за що вони ці картини. Назвати мастака і назву твору. Ну, давайте спробуємо, що ви Хочешь сказать? Нет, нет, еще. Нет, потом просто очень Спитай у Вики, написала тут. Как бы не охотники нагревали. Зашла ні. А яка тут Будьте подсказка, вы скажите мне вдвоем. Да, а я дочь. Адам Да Винчи там. Когда вы Сикстинская, там сказали автора. Что-то на баррикадах. Да, а автор? Автор. Сейчас. Да, мне. А він на телевізорі. Делакруа. Так, о! Я сегодня залетел. Вы все молодцы. Отгадали. И они приезжали на каникулы, да, и они вандровали, они записывали фольклор, легенды, отчиняли ланкастерские бесплатные школы для детей, бедных людей. Вот. И они шмат заробили, хотели еще больше, но царь зачинил Винницкий университет, и они вынуждены были робить добрые справы в бывшей краине. Домейко стал героем Чили. В Сантьяго стоит помник Домейко, написано великому осветнику, потому что он был двойчим, даже тройчим ректором университета. Он организовал мелодичный музей в Сантьяго, пригласил коллекцию Париж на выставу. Также там Ждан открыл золото, в Оренбург возродил музей мелодичный, там Гумбольдт приезжал. Это лучшая молодость, тому я просто склоняю голову перед теми, кто шмат заробит для нас. Я сподіваюся, что мы будем и независимыми, и будем процветать. Они верили в науку, они верили во свету и робили все для того, чтобы наша краина была самостойная и мужно двигалась наперед. На этом чудовом моменте мы заканчиваем наш бал. Дякую вам, Марія в эти чудовые дни с нами в этом чудовном месте. До новых встреч. Дякую вам, великі.
Какой из вас? Починаємо ми з марша. Ми зараз ходимо, а ви за нами йдіть. Ось твоя пара, ось твоя пара. Опять? Стойте, стойте, стойте назад. За вас Смешайтесь и все леворуши. Куда? Не, обязательно бегай назад. Ми ще довго будемо отримувати салон до цього балю, і от хочемо, щоб ваш колектив так само отримував уходи.
банка і солода. Великий дякую за уважение. Перенестись в 19 век предложили сегодня всем желающим в музей «Лошадская усадьба». Там прошел красочный и очень атмосферный колядный бал. О том, как веселились гости праздника, мы расскажем в нашем следующем сюжете. По традиции бал начинается с полонеза – польского торжественного танца, который возник еще в 15 веке. Сперва его считали исключительно свадебным, а затем в постановку добавили несколько элементов, и она стала обязательным атрибутом любого народного торжества. Вот и этот колядный бал полонез не миновал. Два аддзялення танцевальных – это контрдансы, котыльоны, это тыя танцы, якія, магчыма, танчыла наша шляхта. Вось у гэты перыяд. І цікава, што вельмі існуе такі стэрэатып, што у нас не было сваёй бальнай культуры на Беларусі. Але сваім мерапрыемствам мы проста кажам пра тое, што гэта сапраўды стэрэатып, што бальная культура ў нас на Беларусі была. Участники бала – это ученики хореографических школ. Вампир их привела любовь к этой эпохе и к истории в целом. Кроме столичных жителей, здесь витебские гости. Они привезли с собой новый для минчан танец с более чем вековой историей – лендлер-алиман. Я вот очень люблю эту эпоху, я очень люблю ампир, поэтому я пришла как раз-таки в этот клуб. Также здесь я нашла много своих друзей. Чаще всего мы устраиваем такие балы между собой, но мы уже один раз уже ездили в Новогрудок, и вот у нас каждый раз появляются новые люди, и кто-то уже мы шьем себе платье, может, у кого-то уже 2 или 3 платья. Костюм – это отдельная тема для гостей. Многие танцоры создавали образы несколько месяцев. Шили платья и фраки, подбирали аксессуары, придумывали прически. Ведь все должно соответствовать эпохе. Сегодня наши кавалеры приехали, вядома, у фраках. Фраки з'явіліся на території Білорусі десь з середини 18 стагоддя. Сарматське традиційне адзенне було замінено на ось такі тройки заходньоєвропейські. Дівчата апрануты у ампірні, ну так умовно кажучи, ампірні сукенки. Колядный бал провели в символическом месте. Гостей принимала Лошадская усадьба. Мероприятие посетили несколько десятков гостей. Дівчата апрануты у ампірні, ну так умовно кажучи, ампірні сукенки. Гэта тыя танцы, якія магчыма танчыла наша шляхта на пачатку 19 стагоддзя.